Скажите мне честно, как праздник? Ваши аплодисменты будут означать хорошо. А бурные аплодисменты означают очень хорошо. Друзья, я очень, несмотря на то, что кто-то сказали, что я очень добрый, я очень критик, я очень такой, понимаете, я очень критичный. И тем более ведущие, они своей профессии, никогда, я бы сказал, никогда они вот так вот туп-тура рахатянып жолынтып қарап отырмайлар. Олар қарайлар, вот так, да? Нет, друзья мои. Многие годы я не мог на наш юбилей как бы выбрать ведущего. Я говорю, ладно, узын берем, тегляй былай. Хам Илья Штулаш, я говорю, а что я должен проводить? Мне нужно сделать выбор. И вот она, Эльвира, сегодня не спела эту песню. Бір таптар, Инстаграмда, мен көрем Эльвираның жырлаған. Она поет Тямаевның жырын, Дусларға деген жырына. Эта песня вообще для Танисы Кимном была. Ее поет женщина. В ее исполнении она звучит совсем. Я в нее влюбился, я говорю, папа, я не знаю. Потом я ее песню, знаете, нету его аудио-варианта. Я ее скачал видео, я его переделал на MP3, аудио, да, и включал танцевать вот Межестерде. Понимаете? Вот такое дело. Вот. И что? Вот Эльвира, да? И вот тогда я звоню Эльвире. Рамиль, привет. О, опять Сережа, ты смс, мы друг на друга подписаны и знали друг друга заочно очень много. И потому что по своей работе она сталкивается, о, это же Рамиль, там, значит, вот мы, в принципе, знаем друг друга очень хорошо вроде, а вот сегодня мы впервые с ней встретились. И я очень рад этому событию. Раиль Шаехов, давайте аплодисменты Раилю. Раиль тоже очень неординарный, очень талантливый. Мне очень нравится его подача песен татарских композиторов, я не знаю, вот он песен, он вообще вот. Раиль тоже в Инстаграме, біздің Раиль бар бітәлі, Раиль Рамазанов. Раиль Рамазанов білән, ол байтақ дуслар, нейтіп, шунда мен Раильны көрдім да, потом интересно поет же, я подписался ему, и вот с тех пор, наверное, лет 4-5 назад подписались друг на друга. Раиль очень талантливый, диджей, поет замечательно вообще, поет же хорошо, да? Что русское, что татарское, и он вам на иностранном может спеть. Бигзур Ахмад Раиль, Эльвира. В общем, что хочу сказать. Сегодня праздник удался. Я от души отдыхал, я первый раз в жизни в роли вот такого, что как-то меня там это, но вот это, все это мне очень как-то, я находился с другой стороны зеркала, понимаете? Вроде зал тот самый, где это работает, да? А я в другой стороне зеркала. И вот это зеркалье, которое там, мне очень все понравилось, дай Бог вам, Эльвирочка, здоровья, дай Бог вам творческих успехов. Вы зажигалка еще какая, у вас очень много энергии, вы долго шли к этой профессии. Эльвира, она сама выходом из Башкортостана, Уфадан. И вот лет 11-12 назад она плюнула на эту кандидатскую, поехала в город Казань и с тех пор работает в этой творческой профессии. Спасибо, Эльвира, Бигзур Ахмад, все гости довольны. Давайте поаплодируем Эльвире за такой замечательный праздник. И я надеюсь, что на следующем юбилее, Эльвира, мы тебя опять с Раилем увидим. Бигзур Ахмад. Большое спасибо. Вот правда, 5 лет назад звонил Рамиль Хасанович. Я, конечно, удивилась, испугалась, опешила, обрадовалась, но не смогла поехать, потому что все даты были заполнены. Это те годы, когда еще было это, сам понимаешь как. Когда в этот раз уже обратился Рамиль Хасанович, я, конечно, хотела отказаться, потому что я очень сильно боялась. Я думаю, ну как так, какой профессионал, я же за ним наблюдаю. Это же просто пример для меня. Я наблюдаю за ним, за Сережей. И вот в Инстаграме, я испугалась, но почему-то согласилась, короче. И я нисколько не пожалела. Мен қошадым, конечно. Вообще, башлап жіберген, неше башлап жіберген, сюда қоша бердім, қален басла трясутся ими. А меня сразу успокоилась, потому что такие люди сегодня были. Уважаемый Рамиль Хасанович,
Уважаемая Гульфия Шевездановна, от всей души благодарю вашу семью прекрасную за высокое доверие, оказанное мне и Раилю работать на юбилее и дне рождения вашей семьи. Для нас это большая честь, большая радость. Я этого никогда не забуду.